интересный бы диалог получился Одесская хунта. Вот, кстати, Максим Алексеевич, вот я бы хотел бы вот вернуться вот к Одесской хунте. Одесская хунта очень толковый мужчина, и, ну, у него один такой момент такой в разговоре, когда он там общается. Во-первых, он нас называет чеченами. Во-вторых, некоторые вещи я хотел бы вот обратиться к украинской общественности, да, кто меня смотрит, украинцы. Вот у вас есть такой канал ОМ-ТВ. Я вчера буквально смотрел это ОМ-ТВ, и ранее он выдавал такие перлы. ОМ-ТВ говорит, что мы являемся частью России. Что вот вчера, например, раньше он это говорил, что Россия воевала в Чечне внутри страны. Потом он говорит, что вчера, например, был у него этот ролик, и он там говорит, что ваш этот премьер-министр, забыл его имя, в очках такой, которого обвинили, что он воевал в Чечне. Так вот, что он воевал в Чечне, но это было внутри России. Так вот, я бы хотел передать товарищам из ОМ-ТВ, что они работают на российские спецслужбы. Вот это мое мнение. Потому что ни один человек из объективных людей не может сказать, что мы являемся частью России. Мы никогда не были частью России. Из работников ОМ-ТВ, которые льют воду на мельницу ФСБ, российских спецслужб, я бы хотел один вопрос задать. Если мы были частью России, и ваш Яценюк, ваш премьер-министр, воевал в первую войну за Чечню, за Ичкерию, и мы были частью России, то для чего в 2003 году Россия провела референдум о принятии Конституции, и где первая статья, которая гласит, что мы неотъемлемая часть Российской Федерации. То есть о референдуме о вхождении Чечни в Россию. Не надо говорить за свою Украину, говорить за свой Донецк, Луганск, говорить за свой Крым и отказывать нам в этом праве. Видеть всю ложь и до этого, которую говорят российские средства массовой пропаганды, и нам отказывать в правде и говорить, что про нас говорят правду. Я могу юридически доказать и ОМ-ТВ, и всем, кто этого желает. Просто с нами никто не идет в суд, понимаете? С нами боятся идти в суд, потому что мы выиграем этот суд. Мы даже по массовому убийству, геноциду, вот отдали сейчас в Гаагу, и у нас боятся дело принять в производство. Заявление приняли, оно уже в архиве, но у нас боятся принять. Так вот, я могу поэтапно рассказать, как в 90-м году мы вышли из РСФСР и получили союзные республики. В 90-м году. И Москва это одобрила. Чечня это первая республика, откуда были выведены российские войска. В Украине они находились. Мы настолько же независимое государство, как и Украина. Передайте, пожалуйста, это вот этим пособникам ФСБ из ОМ-ТВ. Это моя просьба украинцам. Просто один вопрос, чтобы вот это все не перечислять, юридические факты, да, договор о мире подписанный и так далее. Просто один вопрос. В 2003 году для чего проводился референдум России, если мы были частью России? Для чего? И все. Да, Яценюк.